Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжаня провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий, произошедших нынешним летом. На подстанции Бзыб-220 завершены масштабные ремонтно-восстановительные работы, которые длились более 5 лет. Парки, скверы, Красный мост, исторический комплекс Смотровой, освещение улиц. Сухум готовится к празднованию 30-летия Победы и независимости. Аслан Бжаня обсудил с главами районов вопросы ликвидации последствий стихийных бедствий, произошедших нынешним летом. В совещании приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. По итогам совещания Аслан Бжаня дал участникам ряд поручений по вверенным им направлениям. Расширенный репортаж с совещания президента смотрите в нашей программе в рубрике «Амшейкшара Яцо». Вопрос капитального ремонта улицы братьев Вуба в микрорайоне Джукмур села Маркула обсудил премьер-министр Александр Анкваб с жителями села. Протяженность дороги, требующей ремонта, составляет 1 километр. По словам жителей микрорайона, дорога была разбита в результате ее интенсивной эксплуатации в связи с транспортировкой угля, и все предыдущие их обращения к властям ограничивались лишь обещаниями исправить ситуацию. Решение будет принято после изучения объема и стоимости необходимых работ, отметил Александр Анкваб по итогам встречи. Премьер также принял представителей жильцов аварийного многоквартирного дома по улице Надзадзе в Сухуме. В связи с невозможностью его восстановления правительством принято решение о предоставлении жильцам денежной компенсации для приобретения ими жилья. Представители домового комитета высказали озабоченность ростом цен на недвижимость и возможными сложностями в приобретении равноценного жилья. Александр Анкваб сообщил о том, что в ближайшие дни администрации города Сухум будет переведен первый транш в размере 50 миллионов рублей из запланированных в республиканском бюджете средств. Он также заверил в том, что все предусмотренные на компенсацию средства будут выплачены. На подстанции Бзыб завершены ремонтно-восстановительные работы, которые длились более 5 лет. Здесь полностью заменили энергооборудование и установили новые трансформаторы. Монтаж нового агрегата ведется и в поселке Алахадзе. Все работы ведутся в рамках инвестпрограммы. На объектах побывала наша съемочная группа. Репортаж Шазина Ханагуа. Проблема обеспечения населения Абхазии качественной электроэнергией актуальна для всех районов страны. Руководство Черноморэнерго делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы поддерживать энергосистему в рабочем состоянии. На протяжении 5 лет на подстанции Бзыб велись масштабные работы по замене всего энергооборудования. На сегодняшний день все они завершены. Наша энергосистема небольшая, но тоже имеет свои особенности. У нас имеется 4 подстанции, принимающие 220 тысяч вольт, которые снижаются до 110 киловольт и дальше распределяются по сетям. К сожалению, вот эта самая крупная подстанция, которая снабжает Гагарский район, Пицунду и Гудаута, находится в конце этой энергоцепочки. И поэтому сюда приходит уже немножко напряжение низковатое. Поэтому приходится здесь немножко нам выкручиваться. Проделан большой объем работ, и строительной, и монтажной, и наладочной работы. Бзыбская подстанция была построена в 1964 году по стандартам прошлого века. Срок ее службы давно истек. Подстанция обеспечивает электричеством Гагарский и Гудаутский районы. В рамках инвестпрограммы здесь проведена колоссальная работа по замене всего энергооборудования. Подстанция уже запущена, однако пока не в полную мощность. Здесь также установлены 2 мощных автотрансформатора по 125 мегаватт. Таким образом, мощность возросла в 2 раза. Один из них уже введен в эксплуатацию. Здесь стоят 2 трансформатора, автотрансформатора, это особенность, которые принимают 220 тысяч вольт, снижают напряжение до 110 вольт и киловольт и до 10 киловольт. Но особенность в том, что если мы поднимаем 110 киловольт, так как 220 киловольт низкое напряжение приходит, примерно 200-205 киловольт, да, приходит первичное напряжение. И снижается оно, естественно, поэтому до 80-90 киловатт. А раньше здесь стояли по 63 мегаватта 2 трансформатора. Это вот 250. Плюс еще добавка. Мы еще добавили сюда один трансформатор 25 мегаватт. Но сейчас я поясню почему.
Особенности работы автотрансформатора, если ты поднимаешь напряжение на линии на напряжение 110 киловольт на обмотке, 10-киловольтная обмотка, напряжение падает. Это их особенности. И поэтому, чтобы, как говорится, поднять напряжение на 10 киловольт, необходимо выбирать серединку какую-то туда-сюда. Но это неудобно, потому что требуется в энергосистеме и на Гагру, и на Пицунду, и на Гудоуту 110 киловольт. А 10 киловольт остается в стороне. И получается низкое напряжение. Дело в том, что здесь еще от этой 10 киловольт питается у нас насосная станция, особенно насосная станция, которая требует воду на весь район. Поэтому мы были вынуждены еще один трансформатор притащить, 25 мегаватт, который поднимает 10 киловольт так, как полагается. В рамках инвестпрограммы также было построено новое здание главного пункта управления. Именно отсюда специалистами управляется вся подстанция. Все трансформаторы. Плюс мы отсюда наблюдаем за всеми режимами электроснабжения, как население какое напряжение имеет, какую нагрузку наносит. Здание не полностью запущено, оно частично уже работает. С этого здания мы уже управляем городом Гагра, Пицунда, Алагадзе. В ближайшее время Гудаутский район тоже будет запитан отсюда, и управление все будет происходить с этого здания. Мы также побывали и на подстанции Алагадзе. Несмотря на знойную жару, специалисты ведут работы по установке нового трансформатора. На подстанции функционирует 2 трансформатора по 10 мегаватт. Однако этой мощности не хватает. По реконструкции, по теперешней, это тоже реконструкция входит этот объем. Значит, здесь должно быть 2 трансформатора по 40 мегаватт. Один из них пришел в данный момент. Сейчас ведется монтаж его, навесного оборудования, масла, все это идет. Это подготовительная работа для включения в работу. После включения в работу этого трансформатора, он 40 мегаватт, он поменяет эти 2 трансформатора. Это временное пока подключение, но это по реконструкции все это идет. После этого начнется демонтаж этих 2 трансформаторов, которые сейчас потом покажете, и распредустройство. Этот трансформатор позволит перекрыть сейчас по мощности все, что есть, и мы можем безболезненно отключать и работать по реконструкции. Еще будет 2-й трансформатор, который такой типа. Как обещают специалисты, после завершения работ качество электроэнергии, поступающей потребителям, увеличится в разы. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Граждане Узбекистана подозреваются в сбытии наркотического средства в особо крупном размере. Атаев и Ахмадов задержаны. Возбуждено уголовное дело. Подробности в оперативной съемке МВД. Сбыт наркотического средства в особо крупном размере вменяется 2 гражданам Республики Узбекистан. Возбуждено уголовное дело. Атаев Камбранбек Кахрамонович, 1996 года рождения, Ахмадов Джамшидбек и Ноят Угли, 2004 года рождения, задержаны с сотрудниками УКОН МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского районного отдела внутренних дел. При личном досмотре у гражданина Атаева изъят кожаный клатч, в котором россыпью хранились желтые свертки в количестве 49 штук. В свертках содержалось завернутое в фольгу светлое кристаллообразное вещество, как впоследствии установлено экспертами, наркотическое средство метадон. Аналогичные свертки в количестве 35 штук хранил в своей ручной кладе гражданин Ахмадов. При этом оба задержанных утверждали, что не имеют при себе запрещенных предметов либо веществ. Для опроса граждан Узбекистана был приглашен переводчик с их родного языка на русский. Также проведен обыск по месту временного проживания Атаева и Ахмадова в одном из гостевых домов города Гудаута, в ходе которого сотрудники милиции обнаружили спрятанный за кроватью материал для расфасовки аналогично изъятым сверткам, а именно ручные электронные весы, рулон фольги и желтую клейкую ленту. Согласно материалам уголовного дела, Атаев Камранбек по предварительному сговору с Ахмадовым Джамшидбеком, используя координаты геолокации, переданные лицом под псевдонимом Хаджи, посредством мобильного приложения WhatsApp путем поднятия тайной закладки незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотическое средство метадон в особо крупном размере, которое расфасовали в изолированные свертки и разделили между собой. Часть свертков в последующем сбыли, разложив в потайных местах в городе Гудаута. В общей сложности при осмотре участков местности на территории Центрального городского парка по улице Дзидзария и зоны, прилегающей к набережной, сотрудниками милиции при участии задержанных и в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, обнаружено 10 потайных мест, откуда изъято 20 желтых свертков с аналогично расфасованным в фольгу светлым веществом.
При этом, как пояснил один из задержанных, за каждую сделанную тайную закладку предполагалось вознаграждение 800 рублей. Экспертами криминалистического центра МВД Абхазии установлена принадлежность изъятого при личном досмотре гражданина Атаева и гражданина Ахмадова вещества, а также вещества, изъятого в ходе произведенного оперативного мероприятия осмотра участков местности к наркотическому средству метадон. Масса изъятого наркотического средства составила порядка 35 грамм. Вышеназванные граждане содержатся под стражей. Расследование проводит Следственное управление Министерства внутренних дел. Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится в Москве с рабочей поездкой, сообщает сайт столицы. Главу сопровождают его заместитель Леон Кварчия и заместитель начальника департамента ЖКХ администрации столицы Руслан Авицба. В рамках поездки делегация посетила выставку в экспоцентре. Генеральный партнер выставки КАМАЗ. Ведутся переговоры по приобретению спецтехники и автобусов для нужд администрации Сухума. Приближается главный праздник страны – День Победы и независимости. И, конечно же, столица нашей Родины – Сухум должна встретить его во всей красе. В преддверии 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии ведется немало ремонтно-восстановительных работ. Часть из них уже завершена, остальные находятся на стадии завершения. Все подробности в материале Рады Чачава. На центральной части улицы имени Владислава Ардземба прокладывают новую водопроводную трубу от пересечения с улицы Агумава до Титова. Здесь также заменят канализационные трубы. На некоторое время движение на данном участке будет перекрыто. Все работы должны завершить до 30 сентября. Также продолжаются ремонтно-восстановительные работы в парке имени Тараса Шамба. Уже завершена прокладка электрического кабеля под плафонами. Изготавливаются новые столбы освещения и укладывается брусчатка по всему периметру. В ближайшие дни будет завезено оборудование по очистке и фильтрации воды и начнется восстановление фонтана. وزيجرا حيبشتو بارك خود حوا عجل الرزق عن زيجرا بخينر جل أنو بريني نرخوش كلامنا ربسمر شو زيجرا يربط خوي علوت على شارع علوت أبارتا علوت زيجرا بس يشوفتو بس حبيتو بعد زرا حبيتو ببريويجا بس إنتيا برنزو برا حالجرز أو سمي بقت بزي. На Красном мосту завершается монтаж декоративных обрамлений. Уже изготовлены металлические ограждения, поломанные при авариях. Они будут установлены в ближайшие дни. Эти работы также будут завершены ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В день освобождения столицы, 27 сентября, мост будет выкрашен в красный цвет. ورای شیزا آنی خوزا آن واب بیاتان کی گید بیسیک جیلی وبرینا مدنه وبسی یزبید اکلا که خدا اریت ورخ زموات حی شختو یشنی شختو على روح حنو بریگی بری حمش ناسیخه سنتا یدروید یوبیلیم شحم و یوجو بسنتیابر زو وبرانزو بریگی حلقوتی شختو علوت. Продолжается и восстановление исторического комплекса смотровой площадки на подъеме к Сухумской горе. На данный момент основная часть работ уже выполнена. Также Горстройпроект завершил ремонтно-восстановительные работы горельефа на каменной подпорной стене по улице Дзидзария. Все ремонтно-восстановительные работы были проведены с нуля. Восстановлен горельеф в первоначальном виде. Глиняные фигурки были обработаны специальными средствами, чтобы они не разрушались со временем. Также горельеф из 10 элементов подсвечен и заменены столбы освещения на данном отрезке улицы. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Юрий Бар обратился к жителям столицы с просьбой не выкидывать мусор в неспециализированных местах, дабы не образовывали стихийные свалки. На данный момент департамент занимается расчисткой некоторых таких скоплений бытового и строительного мусора. На этих местах будут установлены специальные контейнеры, а также видеокамеры для контроля. Хотелось бы, чтобы такие вещи у нас больше не образовывались. Мы будем бороться с этим, наказывать людей, будут устанавливаться камеры
люди, которые несознательные граждане нашего города, будут такими вещами делаться, будут находиться, будут платить штрафы. Дело касается чистоты нашего города. Хотелось, чтобы это все было осознанно для каждого жителя нашего города. Любовь к городу, чистота, все от нас зависит. Сегодня мы ликвидируем только одну свалку, но до этого мы уже убирали на территории около 4-й школы, за 4-й школы. Там была свалка тоже спонтанная, люди привозили, сбрасывали мешки, строительный материал. Эта свалка тоже образовалась от жителей этого района, которые, пользовались ею просто по мере надобности своей. Тут будет установлен мусорный контейнер, чтобы люди могли пользоваться и не сбрасывать уже на территорию, этого бывшего общежития университетского, чтобы можно было и за ними убирать спокойно. Машина будет приезжать, обслуживать. Ну, хотелось бы, чтобы это все было выглядело красиво. В Абхазском драматическом театре состоялась премьера музыкального спектакля «Золотое руно» по одноименной поэме Мушни Ласурия в постановке режиссера Мадины Аргун. «Золотое руно» – это первая поэма народного поэта Абхазии. Она написана на основе древнегреческого мифа, при этом автор придал мифу абхазские черты, отразил в ней то, как мыслит абхаз и насколько он готов защищать свою землю. Показ был приурочен к юбилею Мушни Ласури. В спектакле задействованы актеры Государственного молодежного театра, артисты госансамбля «Щератын», Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца, школа хореографии «Гранд Дансапсна». Премьерные показы спектакля пройдут также 7 сентября. В Сухуми стартовал турнир по теннису памяти заслуженного тренера Абхазии Рубена Дилиняна. В турнире принимают участие 77 спортсменов от 9 до 17 лет из городов и районов республики. Соревнования личные и проводятся в одиночном разряде. Завершится турнир 10 сентября. Игры будут проходить в республиканской теннисной школе имени Арзамета Тарба. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 7 сентября, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 24-29. Температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.